Башкирский народный инструментарий состоит из ныне бытующих инструментов курай, кубет, думра и вышедших из употребления кыл-кубет, сурнай, хорнай, да, борго, дунгыр, думбырдак, награ, шакалдак, ятаган и другие. Их тоже очень много. И также к нам проникли в быт в конце 19-х, начало 20-х веков. Это гармонь, тальянка, мандолина, скрипка, и они стали тоже народными, да? Мы тоже не упоминать их тоже не можем. И народ их сразу полюбил, и начали играть с удовольствием. Давайте мы начнем сначала с курай, да? Курай. Ну, курай вот у нас очень древний музыкальный инструмент, привязывается с шумерской цивилизацией его происхождения. Уральский реброплодник — единственный вид, который внутри она полая, делали вот на музыкальные инструменты. Башкирский курай принято вот в 5 отверстий. Это курай делал уже Вакиль Шураипов. В 1971 году ему дали заказ сделать голову Ленина, тенистое место сделать, и он решил курай, этот шпон кипятить. Опустил воду кипященую, и она свернулась. И он это понял, и так произошло это открытие, и он изобрел вот такой способ. Сейчас все мастера делают такой курай. Ну, курай сейчас развит, сейчас обучают в школах, кружки, обучают училище искусственного, да, появился благодаря кураистам, Бата Сулейманов, да, вот первый человек, который подготовил профессиональных кураистов. Институт искусств имени Завидовского Смоделова есть отделение курая, готовят кураистов и так далее. И проводятся мероприятия, каждый год у нас в городе Октябрьске проводят праздник курая. Также раз на 5 лет проводят в Девайском районе память Мамара Зимбаева, который тоже пропагандирует курай. Думбра. Думбра — это башкирский струнный шипковый музыкальный инструмент. Его раньше использовали сасяна, под его мелодию говорили свои сказания. И они были преследованы властями, поэтому в конце даже этот музыкальный инструмент был даже на грани исчезновения. В конце 19 века вначале его делали из цельного дерева, выдалбливали. И сейчас уже мастера делают, уже клеют. Сейчас вот на грани возрождения музыкального инструмента. Годах прошлого столетия восстанавливали этот инструмент. Первые инструменты были сделаны Шугаиповым с металлическими струнами. Я хочу вам сейчас сыграть и показать номер именно с таким звучанием. Для вас звучит башкирская народная мелодия «Иксак».
хотим вам представить песню Артура Туктагулова на слова Рами Гарипова «Хай Салават». Исполняет студент 3-го курса Рафис Казахов. Сделан из жильных струн, и мастер этого инструмента Ильхам Байбулдин. Сейчас инструменты новое поколение делают именно с нейлоновыми струнами и из другого дерева. Синтез вот этих двух инструментов. Да, именно для академического исполнения, именно академические программы, которые... Инструментальных мелодий, да, такие. Да. Ну, вы, наверное, и классику исполняете, да? Естественно, обязательно. Это учебная программа и все А процессы. что у вас в репертуаре есть, кроме башкирской музыки? Все, что играем... Например? Ну, даже играем Вивальди, например, концерты, потому что у нас для башкирских композиторы некоторые не пишут, у нас для нас определенно, может быть, когда-нибудь и начнут. Играем, естественно, и русскую классику, которая у нас есть для домры, для скрипки, все переложения для, естественно, башкирских композиторов. Эти инструменты одни из первых
инструментов, которые они делали. И, естественно, в Караван-Сарае тоже в начале первая думбра была Овчинников, который сделал этот инструмент. У них у всех записки. Извините, и скорее всего Овчинников догадался электронный датчик поставить. Да, естественно. И Для теперь оценения. да. Звукосниматель. Ну, теперь вот молодежь, которая Ятаган, группа Аргамак, у них у всех инструменты со снимателями, со звукоснимателями и нейлоновые струны. У нас оркестровый, который преподавание, у нас строй миллионер, квартоквинтовый строй. А вот молодежь, которая играет в группах, у них другой строй, у них ре, соль, ре. На тон ниже идет. Ладно, Рахмат. Так, следующий у нас музыкальный инструмент – это кубат. Тоже это башкирский национальный музыкальный инструмент, тоже древний инструмент. Старинный тюркский струнный смычковый инструмент, ближе ровесник, схоже с скрипкой, тоже с цельного дерева делали. И играли смычком. Смычок был похож на натянутую лук. Инструмент использовали баксы, тоже сказатели, они самые древние сказатели. Баксы, они жили среди народа, они были мастерами всего дела, они и лечили людей. Конечно же, вот эта мелодия тоже использовали колкубыта для лечения. Потом этих людей начали называть Ярау, это уже ближе 14-16 век. Потом их уже начали называть сесянами. У нас у башкир это называется кумыр, и металлический инструмент. Первоначальный инструмент делался из костей, также использовалось дерево, деревянный инструмент есть в кумыр. Также вот знаменитый у нас исполнитель Роберт Заградинов изобрел свой кумыр, несколько диапазонов, да, и может играть. Но у разных народов этот инструмент называется по-разному. У русских это называется варган, хамурс у алтайцев и так далее. Да? Их название тоже отличается от местности. А у нас у башкир это называется кумыр. Но это инструмент играет не так уж сложно, да? Там язычок, вот этот язычок, вибрирует этот язычок, и получается мелодия. Примерно вам демонстрирую. Чтобы получить мелодию, просто мы внутри поем эту мелодию, да, и получается вот такая мелодия. И так. Keverit yullarım, yullarım.
Ятаган это тоже древний музыкальный инструмент. В XVI веке на севере Италии сложилась современная конструкция скрипки. И право считается изобретателем аристократической скрипки современного типа оспаривает Гаспара и 1609 год из города Брешия и Андреа Амати. Скрипка является сольным инструментом, и скрипку полюбили и другие народы. Скрипка сейчас есть два вида: народные скрипки, которые используют простой народ, скрипки академические, которые играют уже профессиональные музыканты. Послушаем на скрипке, как звучит башкирские мелодии. Мандолина, всеми любимая. Я помню, в сельской местности я учился, поэтому у нас почти каждая учительница играла народные песни. Народные мелодии исполняют Герман Шарапунин, лауреат международных республиканских конкурсов «Музей Украины». Баян стал в России, когда изготовляться, название дали баян. У нас в деревне почти все поголовно играли, молодые люди. Давайте, может, тогда перейдем к кураю, да, изготовлению курая. Для этого проверяем звук. Ну вот это вроде звучит. Давай из этого мы с вами сделаем курай, да? Курай, Да. Да, и обхват получается 8 обхватов. Такой способ изготовления это происходит на природе. Где возьмем это? Отрезаем, да? Так, дайте я вам покажу. Что-то опасно. Аккуратно делаем, режущие предметы, да? А я сразу круг. Да, вот так, круг. Сначала проверим круг. Есть толще лучше или тоньше? Ну, тоньше она как-то более звучит, звук такой, более мелодичный. Собирает курай где-то в конце августа, начало сентября, даже в октябре можно, даже зимой их собирают. Вот. Сейчас ставите еще раз ладонь здесь. Ладонь ставите. Вот здесь будет отверстие. Первое. Да, первое отверстие. Отверстие уже делаем с этим ножичком. Хотя вот немножко так возьму. Дальше уже ставите 3 пальца от этого отверстия. Так, и вот получается здесь уже 3 пальца. Получается вот здесь, да? И звук журавля тоже можно изобразить. Но это тоже можно использовать для получения звука. Чтобы получить звук, тоже сейчас я вам немножко объясню. Ставите это между зубами,
передними зубами, да, поток воздуха должен уходить сюда, в трубу, вот эта часть, да, в трубу. И вы делаете ч. Вот потренируйтесь так. Ч. И вот так и работаете до конца для получения звука. Ч. Такой звук должен быть. Да. Это тоже можете взять для тренировки. Есть еще, ну, исполняется двумя способами. Первый это просто звук издается, да, вот как первоначальный. Вот. Второй способ игры это уже участвует горло. Кукрак кахал куйнау идет. Но это уже полный, как бы, идет уже, ты уже подключаешься к космосу, уже все проблемы исчезают. Азат Айтков так говорил. И даже, говорит, иногда, говорит, какие-то видения там приходят. Ну, транс подключается, если человек долго играет. Но к этому надо просто приходить долго. Играть надо. Поэтому вот утром встал, сыграл, уже еще этого нет. Поэтому горло тоже не сразу открывается, как у певцов тоже. Вот второй способ это уже горло. Брюшная диагональ. Сейчас, вот между зубами ставить. Но желательно собирать тростник в солнечную погоду. Когда дождь собираешь, она как-то впитывается внутрь. Когда высыхает, она становится мягким, и качество звука тоже бывает плохим. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот, отсюда вы... Да. Нет, так. Три. Да, вот здесь прямо. Да. У вас получилось Уферган Курай, вот уникально у нас получилось, да? Есть у нас Уферган Курай. Вот это обычная Курай, тонкая сторона же делается отверстие. Вот она начала с толстой стороны и получилось Уферган Курай. Сейчас попробуем. Но этот проект мы открыли, возрастные категории не ограничены. Тут могут принимать участие и дошкольники, и школьники, и студенты, и взрослые, и как бы пенсионеры. Это для всех возрастных категорий этот проект работает. И здесь цель нашего проекта знакомить людей традиционными национальными музыкальными инструментами, показать звучание. И будем приглашать также исполнителей народных музыкальных инструментов.